Добрый день, дорогие зрители. Вот очередная посылка пришла, заказ, который оформляли. Стоимость этого заказа я вам сейчас скажу. Здесь получается $11.80. Это маленький усилитель. Давайте посмотрим, сколько это стоило. Вот как вы видите, то же самое. Gümrük 8, Damga vergisi 0,8, 17 Gümrük vergisi и общий получается 26,73. Давайте откроем, покажу. Вам же интересно, что это там пришло и для чего это вообще нужно. 100 ваттный. Вместе с вами мы посмотрим. Так. Вот такой усилитель. Здесь входные. Работает от 5 вольт до 27 вольт. В описании вы посмотрите. Вот так она подключается. Это 100-ваттный усилитель. Здесь маленькие колонки стоят, но она может даже до 100 Вт потянуть. Здесь уже стоит. Он работает от 5 вольт. От 5 до 27 вольт работает. Качество звучания отличное, и по Bluetooth можно тоже подключить. Достаточно качественная сборка. Итак, дорогие зрители, давайте подытожим, какие виды налога мы будем платить, если будем заказывать с Алиэкспресса. Как вы поняли, независимо от суммы, даже если вы найдете какой-нибудь товар, даже за $1, 1 евро, обязательные таможенные сборы это 8,80, потом гербовый налог это 0,80, и плюс еще потребительский налог мы заплатили примерно 20% от суммы. Поэтому товар, который вы хотите заказать, должен быть уникальным и либо намного дороже, чем продается на турецком рынке. Например, в нашем случае усилитель китайский продается за такую же цену, которую мы купили. Лучше было, выгоднее было заказать с Китая амплифайер или так называемый усилитель на 100 ваттный с Bluetooth, и это намного выше. Здесь такие нету, и даже если они есть, они будут стоить 3-4 раза дороже. Поэтому будем делать выводы, что товар должен быть уникальным и не имеющим аналога, либо она должна стоить намного дороже, и должна быть выгода, что вы заказываете с Китая, плюс платите 20% налога.